Здравствуйте, дорогие! Чему же будет посвящено это видео? Да-да, я буду вещать снова о Якутии, но Якутия, которая уже в пешей доступности, которую вы можете посетить, если, например, приехали в сам город Якутск, и куда же вам недалеко съездить, да? Куда ходят туры, или же вы можете сами, собственно, на своей машине туда доехать. Мы с моей сестрой двоюродной Марьянчиком поехали на прекраснейшие места, она мне показывала. Это ледник Булус, который находится где-то примерно в 100 километрах от Якутска. Также мы посетили гору Турукхая и водопад Кюрюлюр. Очень-очень красивые места, живописные, невероятные, необычные для нас, для жителей не севера. И я очень рекомендую, если вы будете в Якутии, в городе Якутске, посетить. Это несложно, это близко, и где-то вам понадобится, в принципе, день, чтобы это все увидеть. Марьянчик, куда мы едем? Мы едем в Булус и гора. А что такое Булус? Это ледник. У нас жара днем 26 градусов. Ледник пока еще не растаял. Смотри, этот ледник большой. Она маленькая. Ну, это от природы такая красота нам подарила. Так что будем смотреть. Булус находится примерно в 100 километрах от города Якутска и является одним из самых посещаемых мест туристами и местными жителями в Якутии. Поэтому, если вы соберетесь и захотите побыть одни, насладиться, сделать красивую фотосессию, то лучше ехать, конечно же, в будние дни. Все достопримечательности, о которых я сегодня рассказываю, находятся в Хангаласском Улусе, районе Якутии. И как же добраться до Булуса? Существует несколько вариантов, но мы с Марьяной, с моей сестрой, доезжали до Мохсоголоха и затем уже переправлялись через речку. Вот такая дорога специально снимает для Эстонии, как мы заезжаем на паром, и как здесь какая дорога ведет тоже на паромную переправу. Но светофор есть, это уже вот зелененький горит. Очень красивые, невероятные места. Там есть отдельная плата, то есть там сделан уже такой, как парк. Там можно приехать и покушать красиво, вкусно, с видом на Булус, что мы с Марьяной и сделали, насладились этим невероятным местом. Это ледник в Якутии, который сохранился Булус. То есть летом в летней одежде, 8 июня на дворе, лежит вот такой ледник. То есть снег сохраняется и лежит все лето. Немножко тает, но лежит. Вот за мной там видно уже подтаивает. Обычно он еще выше. Это что-то невероятное. И это, конечно, Якутия, она очень уникальная и удивительная. Вот тут очень много таких вот уникальных моментов, потому что вечная мерзлота глубже 2 метров, а остальное все лед. И, конечно, от него идет холод, хоть и в кроссовках, но чувствуется вообще здорово. И глаза так слепят. С якутского языка слово «булус» так и приводится «ледник». Этот ледник огромный, он больше 1000 гектаров, образован подземными источниками чистой пресной воды. В отдельных местах толщина льда превышает целых 3 метра. Летом, когда температура достигает больше плюс 30, в леднике образуются полости и тоннели, похожие на замысловатый лабиринт. Люди там постоянно фотографируются в красивых платьях, купальниках на фоне этого ледника. После Булуса мы направились на гору Турукхая. Она располагается по дороге к водопаду Кюрюлюр.
также находится в Кангаласском районе. О май гад, 100 голов. И по дороге мы встретили невероятное вообще какое-то чудо. Я никогда не видела такого огромного количества коров, которые пригоняли пастухи по этой дороге. И это было очень такое интересное чувство, интересная как бы битва машин с коровами, кто кого пропустит. Вернусь к горе. Хая – это гора с якутского языка. Турук-Хая – это огромная рыжая 80-метровая скала. Она очень красивая, очень мощная. Там очень красивые виды. Радующий взор таежный пейзаж украшает змейка речки Лютенга. На самой макушке горы располагаются 3 серге и жертвенник для подношений духам. Будьте к этому готовыми, то есть запаситесь с собой или сладостями, или конфетами без оберток, а желательно по якутской традиции оладушками, которые мы преподносим духам. Это благодарение высших сил по-якутски. То есть куда бы вы ни поехали в Якутии, куда бы вы ни направились, везде есть священные места, где лучше остановиться и сделать подношение, повешать ленточки, положить оладьи, конфеты, чтобы задобрить духов и попросить благословения для своего пути. Вот, поэтому берите с собой и погружайтесь в якутскую атмосферу. Чуть поодаль стела стоит на этой горе Турук-Хая, на которую присел якобы орел, тотем Хангаласского улуса. Эта гора как будто бы говорит: человек, остановись, замедлись, почувствуй, подыши, помедитируй, расслабься. Дорога на водопады Кюрюлюр – это песок, алас и лес. То есть ехать не так далеко, но дорога такая черепесчаная, и, конечно же, лучше, когда будет, например, сухая, хорошая дорога. Территория этого водопада также огорожена и благоустроена. Здесь тоже взимается плата за вход, но здесь уже плюс можно поставить палатки, есть деревянные беседки, где вы тоже можете остановиться, что-то погрилить, сделать какие-то шашлыки. Вот. Особая красота Кюрюлюра – это, пожалуй, не водные потоки, да, не мощные, а именно скалистое обрамление этой воды. Скалы здесь похожи на стопки блинчиков, таких высотой 7-8 метров, закругленной формы и слоистой фактуры, и такого же красивого золотистого оттенка. На камнях растут сосны и разные растения.